произошла встреча журналистов с главой Республики Саха-Якутия. И был задан вопрос о переселении граждан из аварийного ветхого жилья. Главный вопрос для городской администрации. Сейчас я в своем послании задачу поставил. До 1 апреля они должны определить план графика расселения. Кто будет расселяться, как будет расселяться. Соответственно, сейчас мэрия должна, во-первых, список актуализировать, очень четко определить. Во-вторых, план-график должен быть сделан. Ну и вы сами правильно сказали, это будет касаться практически всех районов города. Об этой работе расскажет заместитель директора Департамента жилищных отношений окружной администрации города Якутска Вадим Николаевич Семенов. Сейчас идет реализация национального проекта «Жилье и городская среда». На территории города Якутска она у нас реализуется путем региональной программы переселения. В текущую программу переселения, которая реализуется с 2019 года по сентябрь 2025, включены на территории города Якутска 162 дома. Это дома, которые признаны аварийными с 2012 года до 1 января 2017 года. Всего у нас было 57 тысяч квадратных метров, 5900 граждан. Мы сейчас в настоящее время расселили более 52 тысяч квадратных метров, нам осталось совсем чуть-чуть. Город Якутск закрывает эту программу в текущем году. Чтобы признать дом аварийным, надо провести определенные работы. И окружная администрация нашла средства для того, чтобы все это сделать. Поняв, какое количество может быть включено в ту или иную региональную программу, да, мы, администрация, руководство окружной администрации города Якутска сделала выводы, и уже начиная с 2019 года силами средств местного бюджета мы начали признавать дома аварийными и оплачивать за граждан технические заключения спецорганизаций. Что это такое? Это документ, на основании которого межведомственная комиссия принимает решение о признании дома аварийным. Большинство граждан порой не могли осилить, либо собраться элементарно на общем собрании жильцов, решить тот или иной вопрос, касающийся всего дома в целом. Мы стали сами проводить эти общие собрания жильцов силами средств управы. Управа нам очень помогли. Собирали людей, объясняли им. Были и такие, кто против того, чтобы признавать дома аварийными, и не соглашались с этим. Но так или иначе, мы в год в среднем по 200 домов уже начали признавать с 2019 года. Очень большой объем работы был проделан по данному пласту работы, направлению. И сейчас в настоящее время признано в городе Якутске аварийными в установленном законном порядке 1243 многоквартирных дома. Мы, к сожалению, являемся лидером по количеству аварийного жилья по стране, но вместе с тем работа наша дала результат. Благодаря решению главы страны Владимира Владимировича Путину и переселению из аварийного жилья до 2030 года. В сентябре 2023 года мы получили то, чего мы ожидали всю дорогу. Да? То есть решение Владимир Владимирович Путин озвучил по мастер-плану якутской агломерации, города Якутска, утвердить и принять решение о необходимости расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 2017 года по состоянию на 1 сентября 2023 года. Уже есть перечень поручений всем ответственным исполнительным органам госвласти, федеральным органам исполнительной власти, о том, чтобы создать и утвердить план дорожной карты по расселению аварийного жилья до 2030 года. Согласно этому поручению, нами уже ведется работа, мы уже отработали, направили список в Министерство строительства Республики Саха-Якутия для того, чтобы наш исполнительный орган нашей республики направил этот список, необходимость, потребность в тех или иных средствах, объемах, необходимых для расселения, в федеральный орган. Это у нас сейчас является Фонд развития территорий. В настоящее время это более 900 многоквартирных домов,
Это у нас 414 тысяч квадратных метров аварийного жилья и более 39 тысяч граждан, проживающих в нем. От коллег с Фонда развития территорий мы уже получили обратную связь, мы уже работаем, есть некие замечания. То есть уже существенные меры, действия конкретные, да, они уже сегодня ведутся. Это уже не просто слова на бумаге, это уже конкретные действия в нашей работе сегодня. На сегодня у нас планы в первую очередь сформировать так называемый третий этап, да, в который попадут, как я ранее сказал, уже дома, которые признаны после 2017 года. Мы уже сформировали, ждем утверждения этой дорожной карты, и первых подвижек расселения по этой программе. В рамках поручения главы республики правительством было подписано распоряжение о комплексном развитии территории кварталов 2, 4, 17. Мы их объединили, и условное название имеет квартал спортивный. Там будет снесено 161 еще аварийный дом, которые не вошли в программу переселения в основной нацпроект, но в рамках КРТ в достаточно большом объеме финансирования, около 12 миллиардов рублей, будет, соответственно, реализован, и мы уже можем сказать, что эти жители до конца 2030 года полностью 17-й квартал будет весь расселен, и на его месте появится суперсовременный квартал. Поэтому запланированный квартал спортивный должен построиться, и туда будут уже переселяться переселенцы из других районов. Мы побывали в гостях в Республиканском ипотечном агентстве, которое сейчас занимается переселением граждан 17-го квартала в квартал Звездный. Сейчас идет активная стройка сектора С микрорайона Звездный. Скоро планируется ввод домов. В рамках республиканской адресной программы заключены государственные контракты на предоставление жилых помещений. 23 многоквартирных дома в первом этапе включено. Это около 360 квартир. И в течение 24 и 25 годов мы должны будем их переселить. Заканчивается строительство 7 домов. При этом в апреле будут сданы 2 дома, и потом будут остальные 5 сданы и готовы к сдаче. Да? Должна приехать комиссия, обследовать и дать разрешение на ввод. Из Арктики, если я не ошибаюсь, около 500 квартир будет. Из 17-го квартала планируется около 350 где-то квартир. Да. Заключены первые соглашения. Это Якутская 59, 63, 63/1. Также еще работаем с Якутская 61/1 и Пионерская 38/1 и 40/1. На данный момент 20 соглашений заключили. 6 из них на выплату, 14 на предоставление квартир в строящихся домах, как раз таки в секторе С. И сейчас в работе находится больше 30 соглашений в процессе заключения. Мы руководствуемся статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по собственникам именно, статья 32 по муниципалам, нанимателям муниципальных жилых помещений действует статья 89 Жилищного кодекса. И относительно собственников предоставляется выбор между выплатой и предоставлением жилого помещения. Да? Жилое помещение, согласно части 8 статьи 32 Жилищного кодекса, должно быть предоставлено с зачетом стоимости. То есть должна быть произведена доплата стоимости между предоставляемым жилым помещением и аварийным. При этом в части 8.1 статьи 32 указано, что правительство субъекта может предусмотреть какие-то льготы. И в прошлом году именно по комплексному развитию территорий были предусмотрены льготы. Они касаются тех людей, у которых отсутствуют иные жилые помещения на дату признания аварийным. Так они могут получить квадрат в квадрат, либо, если мы не можем им подбирать по квадратам, до 5 квадратов бесплатно. По некоторым людям есть
вопрос приобретения жилого помещения после признания дома аварийным, так как если собственник приобрел квартиру уже в аварийном доме, да, то он претендует по закону только на выплату не выше суммы приобретения. Но надо учитывать, что город Якутск имеет не только 17-й квартал, поэтому будет это переселение идти дальше. Вот орган местного самоуправления в лице окружной администрации города Якутска заключает договора о развитии застроенной территории. До этого заключали, сейчас идут повсеместная реализация этих договоров. Напомню, что такое договор о развитии застроенной территории. Это у нас договорные отношения с застройщиками, да, с частными нашими партнерами, которые изъявили желание освоить, развить ту или иную часть города Якутска. Но орган местного самоуправления в части условий ставит одним из немаловажных вопросов, да, нашего города – это расселение аварийного жилфонда. Хочешь застроить, освоить территорию, будь добр, рассели, пожалуйста, аварийный жилфонд, который рядом находится. Всегда составляем социальный паспорт семьи, каждой семьи. У нас шаблонных действий по расселению нет. Каждая семья – это отдельная история, это отдельная судьба. Столкнулись с тем, что часть граждан перестают проживать в аварийном жилфонде. Дошло до того, что уже с надзорного органа нам помогли недавно выйти на другой надзорный орган прокуратуры Краснодарского края, чтобы найти там человека. Пенсионный фонд привлекаем, управление образования. Это все может затормозить. Если же граждане наши выезжают за пределы, либо больше не могут по понятным причинам проживать в аварийном доме, в своей квартире, то необходимо как-то уведомить своих соседей, оставить свои контактные данные в управе, да, территориальном органе управления, либо прийти, в конце концов, к нам, в департамент жилищных отношений. Есть какой-то телефон? 8 412 22 60 48. Это у нас отдел переселения. Только благодаря правительству Российской Федерации, президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, переселение из аварийного и ветхого жилья стало возможным. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.ТВ, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.